Товарищ вице-президент, участники сбора занятиям готовы. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. 4 и 5 декабря в Министерстве обороны Абхазии проходит оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава вооруженных сил. Мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки на 2026 учебный год и проходит под непосредственным руководством Верховного главнокомандующего президента Республики Бадры Гунба. 1 декабря в вооруженных силах нашей страны начался новый учебный год. Хочу от имени главнокомандующего вооруженными силами президента Бадры Гунба поздравить всех генералов, офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат с этим знаменательным событием. Достойное выполнение служебных задач при нанесении службы невозможно без высокой профессиональной подготовки, натренированности, понимания ответственности. Начало нового учебного года – это очередной этап повышения профессионального мастерства каждого военнослужащего. Совершенствование ваших умений и навыков, ваши знания должны быть направлены на качественное выполнение служебных боевых задач, независимо от условий и обстановки. Хочу пожелать вам в этот период особого чувства патриотизма, мужественности, воинской дисциплины, верности присяге и успехов во владении воинскими знаниями. В ходе двухдневного мероприятия особое внимание уделяется рассмотрению актуальных проблем обеспечения военной безопасности государства и развитию вооруженных сил в условиях меняющейся геополитической реальности, отметил вице-президент Беслан Бигвава. В этих целях необходимо укреплять и совершенствовать все компоненты системы национальной безопасности – государственную, военную, общественную, информационную, экономическую и другие не менее важные сферы безопасности. Особое внимание необходимо уделить военной безопасности. Важным фактором реализации этой задачи является системное развитие вооруженных сил, направленное на согласованное применение всех видов и родов войск при решении поставленных задач, сосредоточение усилий на обеспечение мобильности и маневренности, высокой точности поражения, использование нестандартных и неожиданных форм применения и способов боевых действий. Развитие вооруженных сил будет осуществляться и по другим направлениям. В приоритете улучшение жизни и быта военнослужащих, совершенствование форм обучения войск, развитие учебной материально-технической базы, целенаправленное и надежное тыловое и финансовое обеспечение. Главнокомандующим вооруженными силами даны организационно-методические указания по подготовке вооруженных сил в 2026 учебном году. Руководство страны уверено, что все задачи, поставленные перед вами, будут успешно выполнены. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Абхазии Владимир Савченко отметил, что в рамках сбора на полигоне Цабал руководящий состав ознакомится с вооружением и техникой и отработает нормативы их применения в боевых условиях. Планом сбора предусмотрены занятия в течение 2 дней по учебным группам. Сегодня для всех групп лекционный курс занятий. Завтра, 5 декабря, для группы руководства страны, районов, силовых структур в 10 часов начало практических занятий на полигоне Цабал по изучению вооружения военной и специальной техники, состоящей на вооружении вооруженных сил, с предоставлением возможности выполнить упражнения учебных стрельб из танков, боевых машин и других видов оружия. Группа номер 2, командный состав соединений воинских частей, в этом зале решает тактическую летучку. В проведении занятий принимают традиционно участие представители Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-майор Кравцов Веденей Вячеславович и подполковник Тимофеев Евгений Викторович. Отмечу, что Генеральным штабом Вооруженных сил России в укрепление обороноспособности Абхазии и развитие вооруженных сил вносится огромный вклад. Оперативно-мобилизационный сбор завершится контрольными занятиями, определяющими уровень военно-профессиональной подготовки командного состава вооруженных сил Абхазии. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.